Здравствуйте, ребята! Мы с вами продолжаем изучение рельефа Кыргызстана. Тема сегодняшнего урока – общая географическая схема территории Кыргызской Республики. Эту тему мы с вами на прошлом уроке начали, а сегодня мы с вами продолжим. Здравствуйте, ребята! Так, цель сегодняшнего урока – формировать понятие об особенностях рельефа территории Кыргызской Республики, познакомить с общей орографической схемой территории, а также продолжить формирование навыков и умений работать с географическими картами различного содержания. Ребята, сегодня мы на уроке будем использовать физическую карту Кыргызстана, где горы, долины, впадины и так далее. А также на уроке к нам понадобится экономическая карта Центральной Азии. Кроме этого, приготовьте заранее географический словарь. Обязательно сегодня на уроке мы с вами встретим новые термины, где вы будете записывать. И, соответственно, тетрадь по географии. Обязательно записываем тему и внимательно слушайте. Так, далее продолжим. Так, ребята, прежде чем приступить к новой теме, я хочу рассказать о контуре, который вы многие уже заполнили, отправили, и я соответственные оценки ставила. Но некоторые не поняли, как заполнять, что именно заполнять на первом контуре. И поэтому я сегодня хочу более подробно еще раз рассказать, как вы должны были заполнить первый контур. На первом контуре у вас 3 задания, ребята. То, что мы проходили по очередности темы географические. Первое задание у вас координаты или, скажем, крайней точка Кыргызстана. Северная точка к 43, южная точка 39, западная точка 69 и восточная точка 80 градусы. Так, прям на контуре вы в таком порядке написали. Эти данные я рассказывала на видеоуроке, и кроме этого у вас написано в параграфе 1.1. Кто в таком порядке заполнил координаты Кыргызстана, значит вы, ребята, молодцы. Далее следующее задание. Мы с вами проходили границы Кыргызстана. Вот Кыргызстан с севера, северо-востока граничит с Казахстаном. Так, с юга-востока граничит Китайской Народной Республикой, с юго-запада Таджикистаном и запада Узбекистаном. Вы можете вот эти соседствующие страны написать, можете немножко большими буквами, так, чтобы было сразу видно. И мимо этого, вы должны были обозначить объекты, пограничные объекты. К пограничным объектам относятся горные хребты, водоразделы и горные пики. Вот, допустим, например, северная граница Кыргызстан с Казахстаном, где меридиональный хребет, где 80-й параллель, меридиан, там у нас находится пик узловая. Так, обозначили, но только маленькими шрифтами написали. Хребты, так, Терские, дальше Чуй, Камышановка, далее Талас и так далее. И кто написал, соответственно, все пограничные объекты, у вас будет дополнительные оценки, дополнительные баллы вы будете набирать. Значит, второе задание у нас все. И, наконец, третье, следующее, последнее задание. Вы заполнили административно-территориальное деление тоже на первом контуре. То есть мы с вами тоже рассматривали, что территория Кыргызстана административно подразделяется на 7 областей. Вы внутри не писали название областей, вы разукрасили разными цветами, поставили нумерации, и вот где условные знаки, вы по нумерациям написали название областей. И на третьем тоже дополнительно было обозначить населенные пункты, крупные или административные центры. Допустим, например, тут написано вот в Таласе Бакаята, Кызыладыр, Покровка, Талас. Это населенные пункты.
более крупные, а административный центр город Талас. У вас в атласе есть такие круглые, так, где обозначены большие города. Вы просто рядом маленькими шрифтами написали. Так, в Чуе то же самое. Карабалта, Токмок, Кемин, Каинды и так далее. Так, остальные населенные пункты вы написали внутри контура, не где условный знак, а внутри контура маленькими шрифтами. А теперь, ребята, слушайте, кто так заполнил приблизительно или точно в таком порядке заполнил, вы молодцы. У вас будет 3 оценок. Первый за координаты крайней точки, второй границы и третий административное деление. Это все 3 задания на первом контуре. Остальные контуры у вас дальше начинается рельеф и полезные ископаемые, климат и так далее. К остальным другим свободным контурам вы не трогайте. Только мы с вами заполнили первый контур. Сегодня я вот этот рисунок выложу я класс. Кто еще не заполнил по каким-то причинам, я не знаю, или кто-то не успел в прошлый раз, вы можете до следующего урока в таком порядке заполнить и отправить в Я-класс, ребята. А теперь мы вернемся к теме. Так, сегодняшняя тема, значит, орографическая схема к территории Кыргызской Республики. И сегодня на уроке мы будем вспомнить прошлогодние понятия. Так, в прошлом году вы более подробно проходили калитосферных плит. Вот как образуются основные формы рельефа, что такое рельеф, и литосферные плиты, как они движутся и так далее. И сегодня я эти полученные знания мы на уроке с вами используем. То есть литосфера, твердая оболочка, мы с вами это знаем. Литосфера состоит из отдельных больших блоков. Так, виды литосферных плит бывают океанический и материковый. Так, теперь вот эти вопросы мы сейчас будем это рассматривать. И сегодняшняя наша тема тоже как раз связана с этими вопросами. Почему? Потому что Кыргызстан, мы с вами уже говорили, что горная страна, потому что занимаем мы западную часть Тянь-Шаня и северную часть Памир-Алайской горной системы. А теперь, как мы будем использовать ранее полученные знания сегодня на уроке, то есть вот столкновение литосферных плит. Литосфера, только что я рассказывала, вы уже знаете, что литосфера состоит из более больших, огромных блоков или плиты. Эти плиты постоянно движутся, и при столкновении литосферных плит постоянно образуются различные формы рельефа. Главные, основные формы рельефа – это горы и равнины. Так, далее, ребята, вот виды столкновения литосферных плит бывают, они параллельно могут двигаться, и так они сталкиваются, и кроме этого они расходятся. И из-за разных видов или от характера вида столкновения литосферных плит появляются те или иные виды или формы рельефа, скажем. Нас вот эти, когда сталкивается одна океаническая, другая материковая плита, что образуется, нас это больше сегодня не особо интересует. Нас больше интересует, вот, когда сталкивается две материковые литосферные плиты. Когда сталкиваются две материковые литосферные плиты, образуются высокие горные хребты. Почему? Вспомним. Потому что материковые литосферные плиты, они толщиной и весом одинаковые. Когда сталкиваются каждый раз, никто из них не отступает, не уступает. И каждый раз при столкновении так наращиваются складки. И таким образом появляются высокие горные хребты. Например, это Гималай, Тибет, Гиндикуш и так далее. И, соответственно, этим теориям, как и другие горные системы, Тянь-Шанская горная система тоже возник при столкновении материковых литосферных плит. А далее вот эти остальные виды, когда сталкивается океаническая и материковая, допустим, например, вспомним, где Северная и Южная Америка, там есть длинные хребты на поверхности Земли, Анды и Кордильеры.
так, потому что океаническое, оно тоньше, материковые более толстый, когда сталкивается, оно океаническое ныряет вниз, материковый вверх, и таким образом образуется глубоководный желоб или горные береговые хребты. Так, хорошо, дальше к острова, когда сталкиваются им океанические хребты, образуются, допустим, например, острова, так, материковые, или более не особо крупные, а более мелкие или впадины, так, такие формы рельефа. Так, а теперь я хотела рассказать сегодня, что Тянь-Шанская горная система нас больше интересует. Почему? Потому что на территории Центральной Азии огромная громадная горная система, протянувшаяся с запада на восток, Тянь-Шань. И вот как раз Тянь-Шань тоже возник при помощи столкновений материковых литосферных плит. Теперь мы вернемся к теме. Сегодня вы впервые встретили слово орография. Так, орография от греческого слова «орос» – гора, графу – пишу, то есть это раздел геоморфологии, содержащий морфографическую характеристику крупных форм рельефа. Данные об их ориентировке, размерах, это высота, протяженность и так далее. То есть орография – это про гор. Допустим, например, по отношению к географическим объектам, как они расположены, так общая протяженность сколько составляет, высота, время возникновения, так полностью это мы называем, то есть это понятие орография. География, этот раздел называется орография. Под названием орография фигурирует одна из первых глав региональных физико-географических описаний. То есть мы с вами начали это изучать физическую географию Кыргызстана и, соответственно, рельеф и орография как раз, какие горные хребты расположены на территории Кыргызстана, их протяженность сколько составляет, где они, как расположены на поверхности Земли и так далее. Про это понятие мы сегодня с вами на уроке будем рассматривать. Дальше, вот, ребята, Тянь-Шань на поверхности планеты. Так, я до этого говорила уже. Так, Тянь-Шанская горная система, вот, протянувшаяся огромная система с запада на восток. Общая протяженность Тянь-Шаня составляет 2450 километров. И ее западной части, приблизительно протяженность, здесь вот красным я обозначила, ребята, составляет 1000 километров. И здесь как раз находится территория Кыргызстана. Значительная территория Кыргызстана находится в западной части Тянь-Шаня. А восточный Тянь-Шань относится к Китайской Народной Республике. К западный Тянь-Шань – это есть территория Кыргызстана, ребята. Так, дальше окраинные части. Вот к Тянь-Шань это огромная горная система, окраинные северные и западные части относятся к территории Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Но основная так находится на территории Кыргызстана. Некоторые хребты, окраинные хребты, целиком или наполовину относятся к соседним государствам. Так, далее мы идем, ребята. Дальше, так, теперь мы говорим, что Тянь-Шань делится, оно находится по параллели, в широтном положении, так, по параллелю, с запада на восток, и к западной Тянь-Шань это Кыргызстан. Теперь естественная граница между западным Тянь-Шанем и восточным, лежащим на территории Китайской Народной Республики, это вытянут по долготе с юга на север, имеющий среднюю высоту не менее 6000 метров, меридиональный хребет. Так вот, ребята, вот эту линию вы представьте, так, чтобы у вас было четкое конкретное представление, я приблизительно вот так нарисовала Тянь-Шаня. Вот Тянь-Шань полностью, вот это у нас, так, и меридиональный хребет, это отличие от Тянь-Шаня, географическое положение по вертикали с юга на север, средняя высота этого
хребта составляет не менее 6000 метров меридиональный хребет. Запомните, ребята, меридиональный хребет имеет огромное географическое значение, потому что этот хребет полностью Тянь-Шанскую горную систему делит две равные части. Западный Тянь-Шань до меридионального хребта и далее восточный Тянь-Шань. Но хребет меридиональный находится на территории или относится к территории Китайской Народной Республики. Так, далее мы идем, ребята. Так, отходящий от меридионального, вот посередине находится меридиональный хребет, отходящий от меридионального хребта на запад под прямым углом хребты, как под прямым углом хребты Сарджас, Тенирто и Боскар имеют среднюю высоту около 6000 метров. И на их гребнях расположены самые высокие вершины Кыргызстана и всего Тянь-Шаня. Например, пик Победы. Вот отходящие хребты, так вот представьте, здесь находится меридиональный хребет, и это в реале Хантенри. И отходящие хребты от меридионального хребта, Боскар хребет, Боскар. На гребне хребта Боскар расположен пик Победы. Это самая высшая точка всего Тянь-Шаня и Кыргызстана. Абсолютная высота этого пика составляет 7439 метров. Обязательно их запомним, ребята, потому что это очень важно. Этот пик находится на территории Кыргызстана, являющийся самой высокой точкой всего Тянь-Шаня. Далее к следующий хребет, отходящий на запад, если меридиональный хребет находится в центре Тянь-Шаня, и от меридионального хребта, отходящий на запад, к территории Кыргызстана, отходящие хребты, это первый Боскар. В Боскаре расположен пик Победы. Далее следующий хребет, это у нас Хантенри, Тенирто. Вот где Тенирто, пик называется Ханто или Хантенгри. Абсолютная высота этого пика составляет 6995 метров, ну около 7. То есть этот пик, долгие годы считали этого пика наивысшей точкой всего Тянь-Шаня до открытия пик Победы. Этот пик тоже находится или относится к территории Кыргызстана. Хребет обязательно запомним, ребята. Так, хребет называется Тенир-То. Далее следующий, здесь вот Ингильчек, так, здесь вот следующий хребет Сарджас, тоже очень высокий, относится к среди высоким. На гребне Сарджас находится пик Семенова. Абсолютная высота пика Семенова составляет 5816 метров. Так, а теперь, ребята, вот эти хребты, отходящие от меридионального хребты, Боскар, Тенирто, Сарджас, они находятся недалеко от меридионального хребта. Боскар на 9 километров на расстоянии, так Тенирто на 12 километров в расстоянии находится, и Сарджас тоже очень близко, 38 километров от меридионального хребта. Так, теперь, ребята, так, теперь у нас здесь есть, вот Хантенгри, так, остальные пики тоже рядом расположенные высотой не очень сильно отличающие пики. Так, лагерь 6400 метров, далее следующий 5900 метров и пик Чапаева 6100. Они все вот эти пики, высокие точки, тоже находятся рядом, где меридиональный хребет, и эта территория почти полностью покрыта ледниками. Мы с вами знаем, то, что с изменением абсолютной высоты рельефа изменяется температура. И, соответственно, осадки тоже выпадают в твердом виде. То есть здесь, где область Хантенри, или где меридиональной, или центральной части Тянь-Шаня, так почти территория полностью покрыта вечными снегами и ледниками.
от зависимости климатических условий, от зависимости высоты рельефа. Так, теперь у нас тут сегодня тоже впервые, возможно, вы встретили слово горный узел. Так, место или территория или область пересечения двух или нескольких горных хребтов мы называем горный узел. Так, самый известный на территории именно центральной части Тянь-Шаня, самый известный горный узел – это Хан-Тенгри. То есть отходящие хребты от Боскыра, так вот где Боскыр, где пик Победы, от Боскыра начинаются хребты Акто, далее Койкап, далее Каинды и Майбаш, а также в восточной части, относящейся к Китайской Народной Республике, хребты Тундук и Калхто. Вот эти хребты вместе составляют Хантингирский горный узел. Это самый известный горный узел на территории Тянь-Шанской горной системы. Так, и поэтому горный узел тоже обязательно записываем, ребята. Так, это пересечение двух или нескольких гор мы называем. Потому что в дальнейшем еще мы всегда будем встречать слово горный узел. Так, а теперь вот где Хантингирский горный узел, от этого горного узла постепенно на запад, так, хребты, абсолютная высота хребтов постепенно понижается, и они расходятся. Где Хантингирский горный узел, самые высокие горные хребты находятся именно в области Хантингри. А дальше, так, уходя от Хантингирского узла, горы постепенно понижаются, и они расходятся. Так, далее идем, ребята. Так, а теперь вот Тянь-Шань, орография, хребты Тянь-Шаня. Так, Тянь-Шань, кыргызское название на территории Кыргызстана мы называем Алато. И вот этот Тянь-Шань так тоже делится на разные системы, так, или хребты под названием Алато. Так, например, кыргызский Алато, дальше северо-Иссыкуля Күнгей, далее Тырский Алато, Күнгей Алато, Тырский Алато, Заилийский Алато. Так, почему Заилийский Алато написано тут? Потому что Заилийский только вот южные склоны, так, вот тут, где южный склон относится к территории Кыргызстана, а далее так, к северные и восточные склоны относятся к Казахстану. Дальше Таласский Алато, так, Угамский тоже к южный склон относится, Пскем полностью, так, Чаткальский хребет, Кураминский тоже к северной части относится, вот Ферганский хребет, так, Атбаши, так, и так далее. Вот эти хребты мы подробно будем и так рассматривать, ребята, на уроке. Так, чтобы у вас было представление, я выложила эту карту. А теперь здесь что я хотела рассказать. Тянь-Шанская горная система делится при помощи меридионального хребта на две равные части, западный Тянь-Шань и восточный Тянь-Шань, а внутри Кыргызстана, вот мы же до этого говорили, что территория Кыргызстана занимает западную часть Тянь-Шаня и северную часть Памир-Алайской горной системы. И как мы различаем хребты от Памир-Алая, от Тянь-Шанской горной системы? На территории Кыргызстана есть Ферганский хребет. Рядом, западнее, Ферганская долина, так тоже этот Ферганский хребет и Ферганская долина внутри Кыргызстана имеет огромное географическое значение, потому что это естественная граница между Тянь-Шанем и Памир-Алайской горной системой. Так, до Ферганского хребта и Ферганской долины полностью территория относится к Тянь-Шанской горной системе на территории Кыргызстана. Дальше, к юг, полностью Южный Кыргызстан относится к Памир-Алайской горной системе, ребята. Так, а теперь мы дальше идем. В целом, то, что мы говорили, кыргызское название Тянь-Шаня мы называем Алато, так и в целом все эти системы горных хребтов подразделяются на три цепи.